Дороги, мосты, тоннели и переходы. Республику ждут масштабные дорожные преображения. 26 километров, 4 полосы, более 80 единиц техники и свыше 100 специалистов-дорожников. Сразу на нескольких участках. В чертежах перемен трудно не запутаться. Здесь изображены все детали строительства. Для распределения транспортных потоков строятся 3 развязки разных уровней. На месте Икажевского и Магасовского кругов и на перекрестке в районе Карабулака. Особенности в том, что развязка здесь у нас в 2 уровнях, и основной ход федеральной трассы у нас проходит по насыпи, заключенной подпорными стенами. Вот. С сохранением кругового движения под мостом данной развязки и точно так же на второй развязке. То есть они как бы однотипные. Развязка движения основного хода федеральной дороги происходит в насыпи со сквозным движением. То есть здесь никаких помех движению, к примеру, из населенного пункта с Икажева на Назрань, либо с Магаса на Назрань, она здесь все учтено, здесь никаких препятствий нет. На пересечении Яндари и Карабулака появится масштабная транспортная развязка по типу клевер. Она позволит значительно увеличить пропускную способность автотранспорта. Пешеходные дорожки будут располагаться рядом с каждой развязкой. К слову, с одной стороны уже просирается дорожное полотно. Рабочие специально взялись за этот участок в первую очередь, чтобы разгрузить основную трассу и уже во время работ постепенно перенаправить движение сюда. Для того, чтобы мы произвели там реконструкцию, сделали выемку грунта и возвели развязку по типу клевер в 2 уровнях. На этом участке на данный момент сейчас археологи закончили свои работы. Мы произвели переустройство кабельных линий связи. Следующим этапом у нас будут опоры завезены, будут производиться поднятие габаритов линии электропередач и далее возведение насыпи земляного полотна. Кроме того, на протяжении всей обновленной трассы протянут больше 25 километров электролинии, нанесут разметку термопластиком и установят порядка 700 дорожных знаков. Помимо прочего, мост через реку Сунжа реконструируют, а рядом возведут новый. Сейчас рабочие заняты подготовкой основания. Совсем скоро здесь вместо грунта будут простираться километры асфальтового покрытия. В рамках проекта дорожники построят 5 надземных пешеходных переходов и 5 автопавильонов. Возведут почти 100 километров металлического железнобетонного барьерного ограждения и высадят более 13 тысяч деревьев в полосе отвода автодороги. Отличительная особенность федеральной трассы М-29 «Кавказ» – она соединяет несколько населенных пунктов. К слову, одно из главных будущих преобразований – здесь возведут более 8 километров шумозащитных экранов. Такую конструкцию в основном строят вдоль крупных проспектов, автомагистралей, железнодорожных путей, чтобы максимально снизить шум для местных жителей. В ходе строительства у проезжающих возникает немало вопросов. Почему работы ведутся то по одной, то по другой стороне проезжей части? Специалисты отвечают. Определенные участки с правосторонним уширением и левосторонним уширением. По технологии мы производим в закрытых зонах и правое уширение, и левое уширение, поэтому пусть жители не удивляются. Дорога уширяется в тех местах, где необходимо по проекту. Реконструкцию трассы начали еще в июле прошлого года. За это время проделан большой фронт работ. Проблема пробок и длинные заторы скоро для автолюбителей останутся в прошлом. После сдачи в эксплуатацию трасса «Кавказ» существенно разгрузится. Это, пожалуй, главная задача. Проблема перегруженности растет с каждым годом. Заторы и аварии здесь были и остаются частыми явлениями. Пробка Латвии школ, пропускать детей школ, сама школ. Не расширить ничего, аппарат здесь. К концу февраля будут завершены все подготовительные работы и установят сваи. Реконструкцию 12 километров дорожного участка планируется завершить уже к концу года, а к осени 2020 года объект сдадут в эксплуатацию полностью. Зелимхан Калоев, Зураб Гайтов, Адам Далаков, Новости 24.